Журналисты проектов «Айтай ТС» и Темиров Лайв позиционируют себя как независимые СМИ. Экс-депутат парламента 6-го созыва Евгения Строкова убеждена, что такие издания, которые финансируются извне, не могут назвать себя свободными, поскольку они все равно имеют внешний контроль со стороны какой-либо организации или человека. Независимые СМИ – это все относительно. Я думаю, что журналисты, они те люди, которые влияют на сознание людей, да? И разрушать, тем более за чужие деньги, я думаю, этого делать не стоит. Ведь мы должны все равно действовать в интересах нашего государства непосредственно, в интересах нашего народа, а не для того, чтобы угодить тем, которые вам оплачивают зарплату. Такое же мнение выразил и Төрага Джоорукенеша Нурланбек Шакиев. С его слов, отдельные издания, которые финансируются извне, пытаются нарушить стабильность в нашей стране. А для реализации своих целей они просто прикрываются журналистикой. У всего есть предел. Каждый должен чувствовать ответственность. Свобода слова в стране есть. Каждый может говорить то, что хочет. И доказательство тому, как сейчас выступил и открыто выразил свое мнение с трибуны Джоорукенеша Дастан Бекешев. Но при этом высказываться надо в рамках разумного. Как бывший журналист я защищаю свободу слова, но безответственность должна наказываться. Политологи считают, что в нашей стране отдельные группы или организации используют свободу слова в своих целях. Отдельные СМИ просто отрабатывают иностранные гранты, пусть и в ущерб интересам государства. Закладывая средства на финансирование НПО, оно таким образом и ориентирует его работу. Знаете, фразу «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял. В нашем случае оно ассоциируется больше с политикой. Безусловно, у нас есть определенная группа, которая тоже занимается решением социальных проблем. Суммы финансирования, они гораздо ниже, чем те, кто занимается политикой. Просто получается, что это тоже своего рода бизнес. Политизированные те, кто занимается политикой, они в большей степени ведут политическую борьбу, чем, скажем, теми, наверное, задачами, которые прописаны в их уставах. Сейчас в современном обществе любая провокационная информация может повлечь негативные последствия, считает экс-депутат Евгения Строкова. Постоянные конфликтные ситуации могут серьезно подорвать репутацию государства в мировом сообществе. Они создают негативное восприятие в отношении стабильности и безопасности в нашей стране. Сколько революций у нас уже было, да? Но, к сожалению, происходит откат только назад. Я еще раз говорю, что не всегда может нравиться политика государства, какие-то решаемые проблемы. Но у нас сколько людей, столько мнений. И поэтому мы должны быть осторожны, тем более СМИ, которые являются четвертой властью. Да? Даже маленькие заметки, но провокационные настолько, которые побуждают людей на незаконные действия. Отметим, что по факту призыва к массовым беспорядкам следственной службой МВД были задержаны 11 журналистов. МВД провело экспертизу публикаций на страницах «Айтай ТС» и Темиров Лайв, которая показала, что они содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам. Ахмер Нурдинова, Джахшил Исаков, ЛТР Бишкек.